Репатриация остается важным направлением государственной политики Абхазии, но в последнее время все чаще говорят о необходимости перезагрузки программы. Об этом будем говорить здесь в студии с Андреем Гуния, начальником управления правового обеспечения аппарата Кабмина и научным сотрудником Института экономики и права. Андрей, здравствуйте. Вы, с одной стороны, представляете кабинет министров, исполнительную власть, и с другой стороны, научное сообщество. Это интересно, потому что тема требует всестороннего, подхода, и вы как раз этот подход сейчас и постараетесь озвучить. Знаю, что вы работаете над этой темой давно, и у вас на эту тему вышли статьи. Наверняка вы в курсе того, что президент ставил задачу о необходимости перезапуска этой программы, и в своем послании Кабинету министров он об этом подробно говорил. Давайте с общего пока вопроса начнем. Почему сейчас так ставится вопрос? Я думаю, что нужно будет начать еще с того, что сама тема как таковая, вы правильно обратили внимание, она многоаспектная. К этому вопросу можно и нужно подходить с разных сторон. Есть историческая составляющая, есть социокультурная составляющая. Сегодня, наверное, мы можем более компетентно с вами говорить о правовой или юридической составляющей этого вопроса. Да, в действительности президентом Республики Абхазия была поставлена такая задача. Она, кстати, тоже предполагает несколько подходов. Я об этом, наверное, по возможности остановлюсь чуть позже подробнее. Была поставлена задача реализации комплексных подходов и законодательных инициатив в сфере репатриации. Если простыми словами, о чем идет речь? Наш конституционный закон, это тоже важно обратить внимание, что у нас законодательство о репатриации, оно на уровне нашего конституционного законодательства. Это конституционный закон, принятый в 1998 году. Что это означает? Этот закон выше, чем любой другой закон. Конституционный закон выше, чем закон Республики Абхазия или выше, чем кодифицированный законодательный акт. Подход страны и подход, соответственно, государства в лице должностных лиц и общества в 1998, например, году и сегодня сохраняется, предполагает, что это важнейшая тема. То есть у нас конституционных законов не так уж и много. И один из конституционных законов – это конституционный закон о репатриантах, который устанавливает законодательную основу регулирования вопроса репатриации наших соотечественников на историческую родину в Республику Абхазия. Какая задача была поставлена президентом, в частности, в современный период времени? Конституционный закон как таковой требует коррекции. С 1998 года, у нас сегодня 2026 год, существенных концептуальных изменений в сам законодательный акт практически не вносилось. Это не означает, что он настолько совершенен, что его не нужно трогать. Да, это говорит о том, что нужно просто будет понятно с учетом практики, которая сложилась, компетенций разных, но нужно будет вносить определенные изменения. И второе, то, на что обращают внимание, в частности, в эфире у вас тоже на передаче об этом говорили, это отсутствие на сегодняшний день пока еще долгосрочной государственной программы в сфере репатриации. Потому что закон как таковой, он будет не живой и не настолько применимый при отсутствии требуемого его исполнения подзаконных актов, и в частности самой государственной программы. Что важно и интересно, на что нужно будет обратить внимание, в Конституционном законе в 1998 году основным механизмом реализации государственной политики репатриации обозначена сама государственная программа, которая должна быть разработана и должна, согласно этому конституционному закону, получать развитие в ежегодных отраслевых программах, утверждаемых Кабинетом министров. Государственная программа предполагается к утверждению президентом, отраслевые программы, эти краткосрочные, уже, соответственно, Кабинетом министров. Тут тоже есть юридическая проволочка. У нас законодательство развивается. В частности, по современному законодательству нашему у нас есть закон о стратегическом планировании, относительно недавно принятый и уже используемый, применяемый. У нас делятся документы, документы стратегического планирования на определенные виды, одними из которых являются государственные программы, ведомственные, отраслевые, межведомственные, межотраслевые. Порядок их принятия и практика, которая есть, и законодательная основа, она отличается от норм, установленных в Конституционном законе. Даже в этой части нужно приводить в соответствие наше конституционное законодательство. Другой важный аспект, может быть, мы немножко перепрыгиваем с темы на тему. Помимо самой государственной программы, и она, между прочим, поручение президента находится на исполнении. То есть
разработан рабочий проект, версия этого документа. Он находится на этапе согласования с компетентными государственными органами и организациями, которые выражают различные позиции, замечания, рекомендации по мере учета этих позиций. Соответственно, и при формировании уже проекта этого документа он будет представлен на рассмотрение президенту, который может согласиться с представленным видением государственной политики, либо внести свои коррекции. Это отдельный вопрос. Другая важная составляющая – это то, как могут, или как должны, или как, в принципе, реализуются все эти и нормы, и будущие программы, и сегодняшние мероприятия, и комитет наш по репатриации, который там достаточно долго работает уже в этой сфере. Это большой труд большого количества людей. Это фонд репатриации. То есть вот мы все в Абхазии, в частности, во многом являемся соучастниками этого вопроса, потому что там 2% от заработной платы, от дохода и так далее, это целевой взнос, который направляется в этот внебюджетный фонд репатриации, который, естественно, должен тратить эти средства на прямую политику государственной репатриации и возвращения наших соотечественников. Здесь тоже есть определенный аспект важный, его нужно будет, наверное, осветить. Есть еще одна позиция, которая тоже прорабатывается в рамках исполнительной власти. Она тоже инициирована президентом. Это вопрос преобразования фонда и наделения его компетенциями и в сфере демографии тоже. Потому что репатриация как таковая, на мой взгляд и мое убеждение, она является частью большого вопроса демографии и демографического развития. В общем-то, они сейчас эти задачи в том числе решают, потому что фонд репатриации тратит средства на теперь с правовой точки зрения. Фонд репатриации, если я не ошибаюсь, это примерные цифры с 20 по 25 год из фонда репатриации на целевую программу развития демографии в Абхазии было потрачено более 408 миллионов рублей. В текущем году, если я не ошибаюсь, бюджет этой программы около 150 миллионов рублей. Это деньги, которые расходуют из средств фонда репатриации. Это не считая ряд других программ в сфере, например, здравоохранения, которые тоже финансируются. Берет на себя. Программа ЭКО, выплаты за рождение. Соответственно, вопрос в этом. Поэтому, и, возможно, такой подход уже сформирован, что фонд является источником финансирования и этих направлений тоже. С правовой точки зрения это нужно привести в полное соответствие. И в части наименования самого фонда он должен тогда называться не фондом репатриации, а фондом, например, демографического развития репатриации или фондом демографии репатриации, где будет подчеркнута и одна важная составляющая, и вторая важная составляющая. Политику репатриации просто так оставить за пределами или размыть ее тематикой, общей темой демографии, это неправильно с нашей стороны, потому что вопрос репатриации соотечественников в Абхазии возник не просто так и не на ровном месте. Тут тоже, кстати, нужно будет обратить внимание, если посмотреть на опыт и законодательство ряда иностранных государств. В частности, всем известный пример репатриации политики, реализуемой в Израиле. Но вместе с тем есть аналогичная тематика в Германии, есть соответствующая практика и соответствующая законодательная база в Российской Федерации, есть аналогичные примеры в Венгрии, например, есть в Польше, то есть в Китае даже есть тема относительно репатриации, она немного по-другому выглядит, но даже там звучат и регламентируются вопросы репатриации своих соотечественников. Китай, который сокращал в какой-то период рождаемость. Поэтому, с учетом наших масштабов и сопоставимости с Китаем, для нас, соответственно, вопрос, к чему я это все говорю, историческая основа. То есть мы же говорим в каждой из этих стран, которые я сейчас назвал, был свой исторический путь. И, соответственно, возникновение вопроса репатриации условно в том же Израиле или в Германии, или в России, он имеет определенные особенности. Но всегда есть что-то, произошедшее в обществе в разные периоды времени или растянутые во времени события, которые приводили к тому, что население вынуждено было перемещаться. И политика сегодняшняя политика этих государств, и наша в том числе, заключается в том, что мы, как страна, должны обеспечить условия
возвращения наших соотечественников в республику, в частности, если мы говорим про нашу страну, в республику Абхазия. Что для этого можем сделать мы? Мы можем, с учетом наших возможностей, попытаться и стараться, и принять всяческие меры, в том числе на государственном уровне, обеспечить их с точки зрения организационной, финансовой и материальной составляющей. Обеспечить по возможности жильем и трудоустройством. Отдельный вопрос, который большого тоже, наверное, там времени может занять, и большее количество людей для этого требуется, это вопрос того, вот кого и как репатриируют. Во-первых, нужно будет понимать, вот в моем понимании, все же вопрос репатриации – это дорога с таким двухсторонним движением. Помимо абхазской стороны принимающей, и сама диаспора, находящаяся не только в одном иностранном государстве, она должна быть, на мой взгляд, более инициативной. Она должна, и это есть, и сегодня тоже, и период нашей Отечественной войны это показал, что в сложные периоды времени абхазский народ, там, разделенный, да, там, границами и так далее, он собирается. Оказание помощи, физическое присутствие добровольцев со стороны нашей диаспоры, защита Родины с оружием в руках, это все было. И в послевоенные периоды времени тоже была материальная помощь, которая оказывалась, люди скидывались деньгами там, направляли их физически сюда в виде товаров или тех же денег. Этот весь период времени был, но время проходит. Общество меняется, все развивается, надеемся, в лучшую сторону, и, соответственно, и активность должна быть другая. И для этого в сегодняшнее время есть, как мне кажется, почти все необходимые инструменты. Хорошо. А какие, на ваш взгляд, стимулы могли бы быть сейчас для того, чтобы активнее диаспора там работала? Использование лидеров общественного мнения, в хорошем смысле слова, да. Как это вообще возможно сделать? Какие инструменты? По-моему, во-первых, наверное, придумывать особо ничего не нужно. Можно просто посмотреть немножко на опыт других государств. Но, опять же, вот такое мое мнение, исключительно мое, что люди часто тянутся туда, где хорошо. Я хотела такой вопрос задать. Вы сравниваете с европейскими странами, с Израилем, со странами, у которых возможности больше, казалось бы, да. Вот обычно экономических возможностей. Да. Этот факт, он тоже присутствует. И это, наверное, естественно. Для человека всегда, наверное, каждый старается быть там, где ему хорошо. В большинстве своем. Где хорошо тебе, твоим детям, где ты можешь получить образование, где ты родился, какой язык ты знаешь, какую веру ты исповедуешь. Это все понятно. С этими аспектами, наверное, будет, одномоментно сложно разобраться. Вот в частности, если говорить про опыт иностранных государств, вот, например, в той же Германии, кстати, вот что интересно, для меня это тоже было удивительно, у них по их закону, по-моему, это закон о возвращении, он, кажется, называется, могу ошибаться, предполагаются 3 аспекта для того, чтобы лицо инициировалось как репатриант. Первое – это, естественно, происхождение, то есть он должен быть немцем. Второе важное условие, он должен подтверждать на длительном периоде времени активными своими действиями свое немецкое происхождение. То есть он должен быть активным участником культурных общин, допустим, германских в каких-то других странах. Он должен в документах условно везде, во всех возможных архивах, указывать себя именно как немец, что очень важно. Потом для того, то есть он не вчера стал немцем, а он всегда считал себя немцем. И третий ключевой момент – это язык. Вот тоже, казалось бы, да? Но для них, в частности, согласно их законодательству, знание языка является одним из 3 ключевых условий для того, чтобы лицо... Да, вот, например. Есть другой подход. Есть польский подход. У них другая немного тематика, насколько мне известно их законодательство из открытых источников. Это тоже нужно перепроверять. У них есть возможность репатриации как таковой, а есть еще возможность получения карты поляка, которая не предполагает получение гражданства, если ты этого не хочешь, ты можешь жить за рубежом. Но у тебя появляются определенные возможности реализации своих прав на территории Польши. Трудоустройство, облегченное получение визы, какое-то еще содействие различное со стороны государства. При этом ты можешь оставаться, не переезжая на территорию Польши, гражданином другого государства и жить там. Опыт разный. Поэтому, если возвращаться к нашему с вами вопросу,
обычно люди стремятся приехать туда, где хорошо. Но при этом это не всегда, это не единственное исключительное правило. Никто не отменял, и вещи нематериального характера тоже. Если бы мы там только бы животом своим думали, наверное, все, то все бы было иначе. Поэтому во время войны никто из них не думал, приехал да, бы о том, да, защищать. Да, конечно, я про это и хочу сказать, что и сегодня та часть людей, у нас же и сегодня есть количество наших соотечественников, сограждан, которые там в начале своей деятельности, например, там политической, академической и так далее, приехали сюда как репатрианты. И мы их знаем, это и депутаты парламента, это и работники, и сотрудники Академии наук, это и культурные деятели, это и, в принципе, просто ребята, там, молодежь, которую мы иногда видим, там, открывающие различные там какие-то проекты на территории Абхазии. Это все наши, и на них очень приятно смотреть. Они-то приезжали тоже сюда не с целью там переезда из худшего в лучшее, а просто на свою историческую родину, и это нужно постараться обеспечить. Андрей, прежде чем у меня вопрос по поводу репатриации из России, потому что за последние годы мы видим, что цифры вернувшихся из России выше, чем, например, из Турции, Сирии. Но к этому вопросу обязательно вернемся, чтобы не забыть. Программа сейчас на какой вообще стадии? Какая-то работа может быть межведомственная? Вот она как раз находится на стадии межведомственного согласования. Есть разработанная версия, это рабочий документ, которая предполагается к утверждению уже президентом, но до вынесения этого проекта президенту программа должна пройти путь согласования внутри системы исполнительной власти, центральных органов госуправления, которые и не только. И вот, соответственно, когда будут окончательно сформированы позиции, они немного там бывают, что диаметрально противоположные, когда будет проведена эта работа, учет позиций будет осуществлен, уже согласованный документ, как единый документ, уже будет представлен в установленном порядке, будет представляться уже президенту на рассмотрение. Хорошо, но, судя по всему, это не ближайшая перспектива, не этот год. Нет, я думаю, что представление должно быть в этом году. Тут тоже нужно будет понимать, пока, вот опять же забегая вперед, конструкция выглядит следующим образом. Сама государственная программа, вообще что это такое? Это долгосрочный стратегический документ, который определяет цели, задачи на десятилетия вперед и указывает определенные механизмы реализации вот этих программных целей, задач и программных мероприятий. То есть это то, на что должно быть нацелена последующая политика, реализуемая органами исполнительной власти. Это ориентиры. Эти ориентиры, общие ориентиры, кстати, уже указаны в нашем законе 98 года, да, зачем, почему и так далее, это все понятно. Но нам нужна более детализированная информация, более детализированный подход, и нам нужны, соответственно, уже потом тоже апробированные пути достижения этих целей и задач. То есть, вот условно, там, переезд человека, он предполагает его перемещение, выдачу документов, размещение, последующее предоставление жилья. Жилья где? На территории города Сухум исключительно или в других районах Абхазии? Если в других районах Абхазии, то в каких? Например, в ряде стран иностранных с таким же опытом возвращение обычно связано с тем, что дают право постоянного проживания в определенных административных единицах. То есть там не обязательно в столице, да. Но при этом, если ты размещаешь человека условно в районе Республики Абхазия, там в Восточной или Западной Абхазии, то, наверное, это должен быть не голый земельный участок, а некая инфраструктура. Это должна быть школа рядом, это должно быть медицинское учреждение, детский сад. Ты же должен интегрировать человека в свое общество. Если ты просто привезешь людей, точнее, они приедут и разместятся, то они наши сограждане, мы являемся одним целым, но не должно быть анклава. Компактного проживания группы. Мы все должны интегрироваться в единое общество с едиными с нашим кодом культурным, который он есть, с нашим языком, с нашими традициями, обычаями. Мы все разные, но что-то нас всех объединяет. И вот это что-то, в частности, наверное, Апсвара, можно будет сказать.
оно должно быть единым для всех, и вот мы все в этом пространстве должны будем находиться. Вообще, когда тема интеграции поднимается, я сразу Галский район вспоминаю. Вот мы говорим о репатриации людей, которые хотели бы, должны были бы вернуться. У нас есть часть населения, которая не до конца интегрированы, можно сказать, в абхазское общество. Это проблема, хотя они здесь живут. Вот эта проблема до сих пор не решена. Я понимаю, о чем вы говорите, разделяю эту проблему, не только я, мы в обществе все, я думаю, примерно размышляем одинаково. Это вопрос, который требует тоже детального подхода. Каким-то образом нужно будет выработать правильный механизм. Он и сегодня есть. Это часть нашей территории, историческая часть нашей территории, это часть нашего государства. И люди наши. И люди. Вопрос только в том, вот здесь, наверное, немного не соглашусь, что нельзя проводить прямую параллель между репатриантами и нашими там нашим населением, группами другими, которые проживают, допустим, на территории Гальского района. Это разные исторические пути, это основания возникновения, допустим, каких-то проблем, и пути их решения, они тоже не унифицированы. Я согласна. Я сейчас с точки зрения вообще только демографии, экономики об этом сейчас говорю. Я понимаю, что там серьезный политический вопрос, но факт остается фактом, когда мы говорим, что надо, чтобы население росло, есть ресурсы и здесь, в том числе, на территории Абхазии. Конечно, вот об этом. Конечно. Сейчас мы немножко переключились на другую тему, а вот по поводу репатриации из России. Ведь там тоже есть такой серьезный источник, и цифры показывают, смотрите, что... Я вот здесь, наверное, могу ошибаться, но свою позицию тоже озвучу. Если мы говорим с точки зрения права, то репатриантом у нас... Репатриант в скобках соотечественник. Это лицо, беженец, потомок беженцев, который когда-то проживал. Здесь написано все в результате конкретных исторических событий. Это не лицо, хотя, условно, чтобы говорили примерно об одном и том же, если лицо переехало, допустим, в Российскую Федерацию там, в конце 80-х годов, 1980-х годов, просто из Абхазии, и сегодня по прошествии, там, допустим, 40 с чем-то лет хочет вернуться назад, то это не тематика конституционного закона о репатриантах. А если он является прямым потомком лиц, вынужденно перемещенных с территории Абхазии в результате конкретных исторических событий и так далее, и его путь привел в Российскую Федерацию, и оттуда он хочет вернуться в Абхазию, тогда это отдельный подход. Но с точки зрения законодательства. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что для нас, в принципе, вне зависимости от того, из какой страны, по какой конкретно причине та или иная часть населения находится там или изъявляет желание вернуться, для нас, наверное, не должно являться принципиальной такой вот прям проблемой и ограничительным для того, чтобы там не пытаться одинаково отнестись и к тому, и к другому. Но, с другой стороны, тут культурного такого расслоения и разницы нет. И с точки зрения их интеграции в абхазское общество, языкового барьера, культурных различий нет. Но тоже вот вопрос репатриации теперь государства, он же предполагает вот то, о чем мы с вами говорили, это выполнение ряда условий, которые будут направлены на интеграцию гражданина. В том числе языковая тематика, что очень важно. Это большой пласт, большой такой аспект деятельности. Это и социокультурная адаптация. Это все не одномоментные действия. Но в моем, я убежден, что, наверное, для уже поколения следующего, то есть лицо переместилось, тоже в зависимости, кстати, от возраста. Это молодой гражданин, или это лицо постарше, это семейные люди, они уже с детьми, или они планируют. То есть все очень индивидуально. Интеграция, она возможна и очень быстро в рамках там, жизни конкретно одного человека на территории Абхазии, либо его поколений, идущих после него, допустим, уже там его детей, внуков и так далее. Можно думать и нужно думать... о перспективе, о том уже, какие подходы по отношению к этому поколению. Эти же дети, они будут учиться в тех же школах, в которых учатся и дети граждан, постоянно проживающих здесь. Они также будут проходить там службу в вооруженных силах Абхазии. Они также будут получать там образование, допустим, в нашем университете. Вот это и есть вопрос интеграции. Нам нужно обеспечить. Но им, в свою очередь, тоже нужно будет проявлять активность. Им, я имею в виду тем лицам, которые заявляют желание вернуться на историческую родину, и диаспоре в целом. Это в любом случае дорога с двухсторонним движением. Тут по-другому не получится.
Андрей, разговор интересный. Я понимаю, что мы только вот сверху смогли с вами вот так вот быстро-быстро поговорить. Я надеюсь, что эта программа, наконец, большая программа, она у нас появится, и она не будет зависеть от внутриполитической вообще ситуации, от смены власти внутри страны, ее судьба, да, как она будет реализована. И не должна, да, это никак не должно. Очень хочется, чтобы вот законодательные нормы тоже были таким образом закреплены, чтобы это не зависело от того, кто будет во главе государства и что будет внутри страны происходить. Андрей, благодарю, что Спасибо были с нами. Благодарю за интересный разговор. А нашим слушателям напомню, у нас в гостях был Андрей Гуня, начальник управления правового обеспечения аппарата Кабмина и научный сотрудник Института экономики и права. Мы говорили о программе репатриации.